Посылову, извините, к руководству КМВ, потому что КМВ имеет непосредственное участие ко всему этому, к судебной системе дать и к тем, кто в результате незаконных выборов получил парламентский мандат и находится сейчас в Ахарде, возможно, на каком-то заседании. Мы требуем, первое, хочу обратиться к депутатам парламента, так называемым, прекратить их называть, кстати, слугами народа. Они прислужники власти, они не слуги народа. Провести немедленное, открытое парламентское слушание, провести немедленно открытое парламентское слушание по фактам многочисленных преследований гражданских активистов, людей, которые преследуются за выражение собственного мнения, людей, которым неправомерно применяют физическую, в том числе, силу, дать оценку этим фактам, прекратить этот правовой беспредел. Вся правоохранительная система, все государственные структуры себя дискредитировали. Сегодня мы не можем говорить о том, что государственные институты Казахстана работают надлежащим образом. Государственные институты Казахстана обслуживают сегодня Токаева, Назарбаева, Путина, кого угодно, но не граждан Республики Казахстан. В такой ситуации господин Токаев должен немедленно вмешаться, если он действительно руководит страной. Если он не в состоянии эту ситуацию исправить, то тогда народ уже, по-моему, уже все пределы проведены, все границы пройдены. То, что сегодня произошло в отношении Рысбека Сарсембая, лидера общественного мнения, без привлечения лидера казахстанской оппозиции, человека, который много лет отдал служению народу, брата погибшего лидера оппозиции Алтынбека Сарсембай-Улы, то, что делается сегодня в отношении Рысбека Сарсембай, это переходит все границы. Реки Кеширмес, вы хотите поступить так, как Путин поступил с Навальным? Мы этого не допустим. Уходите по добру, по здорову. Парламент, тот парламент, который не способен провести открытые парламентские слушания, дать оценку правовую и прекратить это преследование в отношении Думана Мухаммедкарова, Марата Жиламбаева, Айгерым Флеужан, Абзала Достияра, Ирлана, других ребят, Дарнахтан, Бауржана, всех, не могу все имена перечислить, всех, которые сидят и в спецприемнике, и в СИЗО, и под следствием, и тысячи других ребят, имена которых мы не знаем, они даже не гражданские активисты, эти люди сидят просто за какой-то перепост в сетях. Эти люди сидят совершенно ни за что. Вчера только был приговор в отношении людей, которые, оказывается, яблоками хотели в Казахстане совершить переворот. Это немыслимо. С нами вчера были на связи. Матери и детей расстреляли, а потом осудили заочно. Убитых людей осудили. Этого нет нигде в мире нет. Это только в Казахстане. Так называемый парламент. Вы почему молчите? Мы знаем, почему вы молчите. Потому что вы все согласились с этими незаконными выборами. Потому что дело Захипы Балиевой живет. Потому что каждый из вас знает, как вы пришли, как вы оказались в парламенте. И если не в состоянии, я призываю к распуску парламента. Я призываю к отставке министра внутренних дел, генерального прокурора, руководства КМВ и судебной системы, председателя Верховного суда, который незаконно в свое время осудил Рысбека Сарсембая, применил административное наказание в отношении человека, который просто группа людей собралась для того, чтобы обсудить текущие дела. И вот этот правовой не то что нигилизм, не профессионализм, не компетентность, не грамотность. Вы посмотрите, с кем вы работаете. Государство, президент якобы, вы на кого опираетесь? Они в страшные дни Кандара побросали оружие, побросали свои посты и ушли. Точно так же, как правоохранительные органы не смогли защитить Назарбаева, точно так же, господин Токаев, они вас не защитят, не надейтесь на это. И в этот раз Путин вам не поможет. Хватит уже, мы молчать не будем. Мы молчать не будем. Мы знаем, что нам грозит опасность. Мы знаем, что мы рискуем многим. Не просто мы рискуем жизнью сейчас. Мы знаем, что власти, в том числе, не безразлично то, что, власть сейчас внимательно наблюдает. Что касается убийства Алтынбека Сарсембай-Улы, по так называемым новым фактам. Сейчас, в то время, когда отсутствуют политические партии, отсутствуют какие-то организованные политические силы, Рысбек Ага остался единственным человеком, который требует объективного расследования.
Мы, как носители этого требования и как носители этой информации, очень опасны и Назарбаеву, и Токаеву, и всем их приспешникам. Поэтому мы знаем, что нам грозит опасность. Было много фактов, о которых мы молчали. Сіздерден көпшіліктен ыңғайсызданып халықты жүгірттірмейміз. Шақ түйек нәрсеге машинамызды подрезать етіп өткенде, тағы бір жерін тесіп кеткенде, ондай шақ түйекке біз ешкімге шағымданбаймыз, айтпаймыз. Енді адам бел буғаннан кейін бұндай жағдайға енді тәуекел дедік қой, басымызды тіктік қой деп, оны да ешкімді, бірақ бүгінгісі шектен шығып кетті. Сондықтан осы Қазақстанда бойында қаны бар азаматтар болса, шетелге шыққан кетіп қалған қазақтар қайсың? Біреуін қашып кеттіңдер, біреуін бизнесіңді сақтап кеттіңдер, біреуін басыңды амандығын сақтап кеттіңдер, бала шағаменен. Қаражаттармен бірге кеткендерің бар. Бір оянатын кез келді, қол үшін беріңіздер. Мына халықаралық ұйымдар, международные организации, я призываю, хватит поддаваться на уловки Назарбаева, Токаева, Назарбаевско-Токаевско-путинского режима. Наш Казахстан превзошел всех в виртуозном, искушенном обмане международного сообщества. И сейчас, когда мы на пороге очень тяжелых геополитических вызовов, мы такие факты не должны допускать. Мы должны требовать их прекращения. И международных организаций мы в данном случае призываем не ограничиваться простыми рекомендациями. Хватит менять свои экономические интересы на демократию, на демократические ценности.